Ребят, доброе утро. Доброе. Привет. В общем, вчера я добрался до стоянки в час ночи. Прям 0:55. Запомнил. Еще удивительно, нашел место. Встал. Я на обочине встал. На стоянку ссываться смысла не было. Там места не было. Да, Енисей не замерз. Енисей у нас. Здесь, вон, видите, парит. Парит. Минус 18. В общем, к часу добрался, пока сходил, помылся, пока все дела сделал. Ну, в общем, в 2 часа лег. Считаю, в 7 встал. Подожди, в 7. Потом... я в 6 проснулся, потом еще думаю, надо поспать часик. Часик поспал, пока сходил, потом проснулся, позавтракал. Опять умылся, зубы почистил. В общем, все дела пока сделал, выехал. Сейчас вот 9 утра. Я уж думал, сейчас сюда кто там, бригадир свернет. Нет. Дальше едет. Не знаю, кто там. Самосвал я вижу. Но перед ним тоже там не едут. Что-то телятся. 60 едем. В общем, такие дела. Ладно, ребят. Сегодня в планах, естественно, поближе к Иркутску. Посмотрел прогноз. Снег там впереди, далеко прошел и уходит южнее в сторону Монголии, Китая, туда пошел, южнее от дороги, имеется в виду. Поэтому я думаю, сегодня дорога будет нормальная. Надеюсь, никто там висеть не будет. Ладно, ребят, давайте позже включусь. Пока вот все в рабочий день начался. Ребята, Канск. Спускаемся к кольцу. Минус 24. Свежо. Как же сделали хорошо объездную, а? Да, ребята? Помните, как маялись здесь в Канске? Ёшкин, матрешкин. Как там из лав... Кто через город постоянно. Что там в городе? В городе стоит машинка, нет? Не стоит. Все ломанулись через город. Ну как там по краю? Стоит машинка. Ой, блин, давай по этой объездной битый. А там же тоже подъемчики есть. И этот... Часто висели машины. И она неровная. Там бампера, крылья постоянно валялись. Эти постоянно шоркали-то. Автовозы, они же низкие. А у них хвост длинный и низкий. Постоянно шорк.
Кемерово тоже, да, ребят? Тоже через Кемерово. Блин, пробки, вот это все. И сейчас красота. Что еще, где у нас тут было? А, еще вот эти, еще бы эти, да, Нижний Ингаш, вот эти, Верхний Ингаш, вот эти все переезды бы сделали. Было бы красота вообще. Так, ну что ж, ребята, двигаемся дальше. Подожди, а до Нижнеудинска сколько от этого от Канска? Что-то я и не помню. Где у нас тут Нижнеудинск? Нижняя Пойма. В общем, ребята, как я и предполагал, снег прошел, снег укатали, скользко. Едем аккуратно. Парни, не успел включить. Там такой кювет. И этот автовоз ушел на бок, лег. По-моему, автовоз, потому что там вообще кончик торчал. То есть глубокий там этот овраг. И прям туда. Охренеть, сколько машин пострадало. Это просто жесть. Надеюсь, груз был застрахован. А эти автовозы же длинные. И прям там чуть-чуть торчало из этого. Ужас. Сейчас меня, по-моему, легковая догнала. Сейчас моргнем. Он бедный обойти не может. Скользко, ребята, ужас, скользко. Прямо так жестко. А сейчас еще начнутся эти спуски длинные, затяжные, крутые. Неприятно будет сейчас ехать, еще плюс темно. Ой, прям сочетание такое опасное. Скоро уже граница будет с Иркутской областью.
ребят, по ладам. Скользко, неимоверно. Вот я сейчас страху поймал. Ё-моё, такие спуски. Торможу, она не тормозится, летит. О. Датчик опасности у меня аж прямо... Получил критическое... Не знаю как. Не знаю, может тут встать в баню. Или уж до Нижнеудинской. Сколько там? 84, блин. Там же еще будут крутые спуски. Ой, блин, Эльдар, надо было все-таки останавливаться. Километра. Фу. Какой нафиг до Иркутска? Скользко, пипец как. До Нижнеудинска бы добраться. Главное, вот что плохо, хотя бы снег бы оставался плотный, хотя бы за него цепляться, а так вот просто чистый асфальт со льдом. Тяжело. Еще резина, блин. А, колея здесь на асфальте. Швыряет. Еще как-то более-менее, ну блин, в темноте по гололеду, ну так себе, для меня по крайней мере вообще. У меня нет такого опыта большого. Так что вот. Машины-то шагают. А там же, кстати, вот это массовое ДТП там перед Нижнеудинском случилось-то. Такой крутой спуск. Ладно, ребят, давайте позже. Ребят, доброе утро. Езжаем в Тулун. Переночевал, в общем, в Нижнеудинске. Гололед. Стемнело. Что-то я как-то уже не стояло ехать, честно говоря, по гололеду в темноте. В общем, записали же меня на сервис. В Красноярске не вышло, в Новосибе не вышло поначалу, как я думал. Сейчас в Иркутске.
Будем делать ТО. К вечеру доеду. Там у них ночую. Заранее расцеплюсь. И с утра делать будем ТО. Надеюсь, все быстро сделаем. Потому что время-то поджимает уже. Новый год уже на носу. Как бы я с этими всеми задержками не встал бы под Новый год там в Якутии, это будет попадос. Так что как-то так. Надеюсь, завтра все оперативно сделаем. Но если даже подушек не будет в наличии, ну, по крайней мере, найдем причину утечки воздуха. Но я грешу на подушки, под капотом, который впереди. Я уже, когда при загрузке там бокс, там тишина, ну как бы шум-то есть, но были моменты, когда тихо было, я вот послушал, подушки, шипели они. По крайней мере, было слышно. Здесь, помню, в каком-то году вот этот переезд в Тулуне, да, тут, блин, вот там забор, слева тут откуда-то приходят, типа эти, тепловоз, или как правильно назвать, ну тягач, грубо говоря. И тут настолько редко приезжает этот тепловоз, там я вижу вагоны, там, по-моему, что-то грузят. И этот, настолько редко, и представляете, в этом месте ДТП с одиночкой, пятитонник, по-моему, был. То есть такое сочетание, прямо это надо постараться, чтобы тут, я не знаю, раз в месяц, может быть, проезжать. Я вот сколько тут езжу, я ни разу не видел, чтобы кто-то проезжал, да, тепловоз, ну вот этот, понимаете, тягач, ни разу не видел. И в какой-то момент вечером еду, смотрю, что не пойму, что случилось. Этот тягач, я не знаю, каким макаром въехал в него, по-моему. Или он его не пропустил, он его немножко... Да, по-моему, он его не пропустил, он его протащил немножко. Прям буквально там пару метров. И, подожди, как же это было-то? Ну, в общем, проезд был, но ДТП было. А, нет, ДТП уже было, по-моему, этот тепловоз отъехал, чтобы проезд был. Оформили уже, и этот пятитонник стоял. Я, блин, удивился, ну как так-то? Это же надо быть так, чтобы звезды сошлись, да, чтобы этот тепловоз, который, я не знаю, раз в месяц здесь проезжает, ну, по крайней мере, я так предполагаю, потому что я его ни разу никогда не видел, чтобы кто-то ездил. И вот они, два одиночества, нашли друг друга, как говорится. Вот. Удивительно, конечно. Так, сейчас надо будет помыть окно. Я вчера брызгалку купил все-таки в Нижнеудинске в магазине. 1,5-литровая, маленькая, под химию пойдет. Туда уже залил эту незамерзайку. Сейчас потеплеет чуть-чуть, хотя бы там на пару градусов. Обдув стекла включу. И буду лить снаружи и включу дворники, чтобы почистить лобовое. Ладно, ребят, не будем затягивать, едем дальше.
Что у нас тут? Аварийки стоят. Не разъехались, что ли, или что? Перед ЖД переездом прямо. Зацепили друг друга. Или... А, не, он просто сломался. Просто сломался. Так, а что я успею побрызгать-то на стекло? Или нет? Или да? А, блин, уже закончился, зараза. Надо останавливаться тогда. Или еще один пойдет поезд. Или еще один. Что-то не опускают. А, все, начали опускаться. Поехали. Что-то Мерсик прямо это олимповский, походу. Сломался прям перед переездом. Проблемы, конечно. Сейчас ему объезжать, и встречка будет мешать. Давайте, ребята, вы чё? Нормальный переезд, ребята. Скользковато на переезде. Оба. В принципе, нормально. Вот Volvo 6/4. Высокий. Вот еще одна Volvo. Тоже высокая. Типа таких надо ехать в этот. В чате спросил, вернее в телеграме спросил, как насчет дороги Усть-Кут-Ленск по Зимнику. Там мне накидали посмотреть того. Я посмотрел, но, блин, нет. На обычной фуре там тяжело прям. Во-первых, шахман низкий. Там все оставишь. Бампера там. Там очень узкие места, вот именно на перевалах. Кое-как разминаешься со встречной, да, если идет. А потом трогаться. Нет, нереально. Там перед переездом аварийки считают во внимание. Что, вот ладно, ребят, дальше катим. Все хорошо. В принципе, дорога нормальная стала, не скользкая. Наконец-то. Ребят, наконец-то я приближаюсь к Иркутску. Ангарская объездная. Что-то в этот раз прямо долго я еду. Сам себя не узнаю. Просто не едется и все. Вот через не могу. Через не хочу. Как бы и объяснимо. Гололед, ладно. В общем, бог с ним. Едем как едем. Сейчас у нас ТО. Но так как я вечером приеду, то
заеду на сервис, там расцеплюсь заранее и буду ждать утра, там переночую. Ну и завтра, надеюсь, оперативно сделают ТО, и я поеду, потому что ехать надо. До Нового года надо успеть. Поэтому после Иркутска я буду прям мало спать, надо ехать. Надеюсь, не будет снегопадов и не будет никаких заторов многокилометровых. Будет, допустим, без снегопада доеду, было бы здорово. Так. Ребят, проскочу. Снега много. А чё я заглушил рацию. Ну, сказал, надеюсь, они там ответили. Вот, ребята, так что едем до сервиса, там расцепляемся, подготавливаем все. Завтра кабину будут задирать, поэтому надо будет все сверху и полок снять. Там вещей у меня много лежит, всякого разного. Подготовить, чтобы завтра с утра сразу же загнать в бокс, сразу же кабину задрать, быстренько ТО сделать. Найти утечку хотя бы, чтобы определиться, где у меня уходит воздух, какие запчасти нужны, и там уже пускай решают, есть ли в наличии вот это все хозяйство. В общем, так что, ребята, ладно, все окей. Ребят, прикиньте, у меня первый раз такое. Вот как это объяснить? Короче, лапы опускаю, доску нашел. Сейчас, думаю, подложу под лапы. И потому что тут неровная поверхность. Вон та висит, это стоит, по-моему. Вон та, по-моему, висит. Ну, неровно. Подхожу. А у меня болт сломался. Было такое? Охренеть. У меня такого болта нету длинного. Ну, ТОшки завтра спрошу, ребят. Вот такой болт поставлю. Я уже все поднял. Эту расцепил. И все. Охренеть. Вот здесь дырка, где болт вставляется. Зараза. Ну вот, завтра тогда буду ждать. Черт. Тут вот два стоит. Теоретически можно отсюда. Он тут, походу, надолго. Что-то, видать, он на ремонте. Или что, крыша. Можно у него скоммуниздить. Но, естественно, делать такое не будем. Охренеть. Ну ладно, все. Завтра буду ждать. Дадут болт. Я уж надеюсь, у них есть. Поставим, быстренько расцепимся и все, и нормально. Показывал, не показывал, ребят. У меня тут с Усть-Кута ехал же на цепях. У меня, короче, вот эти, которые звенья-то идут вот здесь вот по, как его, ну, соприкасаются между колесом и дорогой. Одно звено порвалось. И она вот здесь болталась, я не сразу услышал. И она, представляете, вот здесь разбила вот это крыло. Пластик. Чуть-чуть, видите, разбито.
вовремя заметил. Вот это хотя бы целое осталось. Ну тут тоже вот лопнутая. Такая хрень. Ну цепи, что уж поделать. Ничего не поделать. Ладно, все, ночуем здесь. Спокойной ночи всем. Ребята, добрый вечер. Привет, YouTube. В общем, ТОшку сделали, я что-то не записывал. Масло поменяли, фильтра поменяли, в коробке поменяли масло. Подушки не стали менять, долго ждать. В общем, у меня выяснилась потеря воздуха. Две подушки у меня, в общем, пропускают воздух. Две передние подушки под капотом, которые... Вот из-за них воздух уходит. Решено ехать так, дальше. В общем, ребята, ситуация какая? Я и так задержался очень сильно, долго. Мне надо успеть до Нового года разгрузиться. Прямо лететь, я не знаю. Буду спать урывками, прямо чтобы успеть на разгрузку. Потому что если я не успею до Нового года, представьте, если вдруг там новогодние каникулы, это будет жесткий попадос. Прямо очень будет, потому что там сейчас морозы. Подписчики скидывают минус 50, но я сам смотрю по погоде, да, там минус 50, очень холодно. Вот. Я за счет этого переживаю, лишь бы все было хорошо у нас. Машина, чтобы не подвела. Вот. Сейчас я забил на Култук, но он что-то, навигатор прям упорно хочет объезд сделать. Там, видать, нам походу висят. Не знаю. Не хочет он вести. Может быть там пробка, не знаю. Посмотрим. Но ехать надо в любом случае. То есть сейчас уже времени очень много потеряно. Так что, ребята, летим. Все. Масло свежее. Думаю, все будет хорошо, все будет отлично. Так что, ребята, давайте. Позже включусь на Култуке уже, посмотрим, что там происходит, почему навигатор не ведет. Ну, понятное дело, почему не ведет, потому что там пробка. Такие дела. Что, успею я, нет? Ладно, ребят, давайте позже включусь, не будем затягивать. Идем, парни, на подъем. Тут здесь есть один крутой. На 8-й даже поднимаюсь. Ё-моё. Седьмая. Да, давно я здесь на 7-й не поднимался. Да и вообще давно же я когда здесь бывал-то в этих краях-то? Еще осенью, ранней осенью, по-моему, ж, да? Вроде подсыпано нормально. Подъем нормально, нигде не шлифует, хорошо. Тяжело идет шахманчик-то у меня, вообще тяжело.
сейчас у нас спуск. Спуск аккуратно. Жалко, что поздно выехал, хотя бы вот Култук пройти было бы засветло, было бы проще, конечно. По темноте здесь ходить я не особо любитель. Плохо так, как знаю его. Но ничего не поделать, ехать надо. Горняк держит нормально. Спускаемся на горняке. Тормозами чуть помогаю. Громотуха. Малеха срезаю. Снега нету, почищено, посыпано. Но почему-то навигатор упорно не хочет вести. Все пытается объезд мне. Что случилось? И по рации никто ничего не говорит. И ну как бы встречка-то идет. Должно быть все нормально. Ребят, ладно, не будем тоже затягивать, едем дальше. Ребята, спускаемся к Байкалу. Затяжной спуск здесь. Одна машина стояла на подъем сломанная, китаец. И тут КамАЗик нашинский стоит. Две машины на подъем сломанные. На Култуке. В принципе, все нормально. Аккуратненько спускаемся. Не торопимся. Так, ну все, вот сейчас у нас Байкал. Едем повнимательнее, у вас две аварийки стоят на вашей полосе. Спускается тяжелый, видать. Что тут? Что-то он тараканит большое. Габаритный ход видишь, где две аварийки на полосе напротив, подожди, впереди на обход. Да, спасибо. Аж уши закладывает, такой перепад высоты. Колодочки. Какой запах колодок, в кабине стоит.
насрал, наверное. Потому что за этими двумя не было запаха. На вашей полосе, потом. Так, ну что ж, практически спустились. Там у нас дальше чуть попроще пойдет, но тоже как бы есть такие нюансы, что надо аккуратно. Я в Шелихово заехал, там на выезде этот шаурмичная была, заехал там в шаурмичную, поел с чаем. Но это так, перекус, чисто говоря. Я даже не почувствовал, что я съел. Поэтому, ну зараза поздно. Сейчас сколько уже? Так, плюс 3 часа к Уфимскому. Уфе 3, здесь 6. 6 минут 7-го. Ну, 10 минут 7-го. Соответственно, я, наверное, походу не успею в свои любимые кафешки. Пока я до Улан-Удэ дойду, пока за Улан-Удэ. Там закроется уже. Зараза. Поэтому надо что-то думать. Где-то укусить надо все равно. Потом, наверное, пару часиков все-таки я посплю, потому что я-то с утра на ногах. Пока расцепился, пока болт нашел, пока прикрутил, пока вот это все. Ой, я же не поздоровался. Байкалушка, привет, привет, привет. Как ты поживаешь? Ох, вот это он тараканит. Это что за хрень? Вы видели? Какая-то большущая... Не знаю, как назвать. Большущая на букву Х. Ну, вы поняли меня. У нас тещины. Байкал, ты замерз? О, ни хрена, сколько колес тараканит. Ребят, на подъем идете, там у вас 2 аварийки будут. Не вижу, кстати, Байкал замерзший, нет, темно. Так, нам бы этот трал обойти, было бы вообще шикарно. Ладно, ребят, не будем затягивать. Все, спустились к Култуку. Култукчанам привет. Идем дальше. Что тут это стоит аварийка? У них что-то все молчат. Давай, давай, ходом, давай. Давай. Что там, у вас много, ребят, на Иркутск идете? Ну давайте, ребята, дождусь уже. Что там, за вами еще идет кто? Там ты идешь аккуратнее, там встречка занята.
Так, ну что ж, ребята, Спасибо. на Иркутск идете, ребята, у вас там в повороте аварийка стоит, повнимательнее. Станет, да, там стоит? Америка, по-моему. Так, шагаем вдоль Байкала, ребята. Дорога вроде тьфу-тьфу нормальная. Поворот, аккуратнее. Так, у нас сейчас, что у нас сейчас Байкальск скоро будет. Ну и шагаем дальше. Едем до какой-нибудь бурятской кафешки. Там кушаем. Тому как там, где я кушаю, обычно уже поздно будет. Закроется. Байкал, ну скорее всего во льду, что уж, холода-то были. Не вижу, честно говоря, ребят, вообще не вижу. Есть лед, нету льда. Идем дальше. У нас сегодня прямо, я не знаю, ну, в общем, спать мы будем мало, как я уже и говорил, урывками, и будем все время шагать. Надо будет еще в Бурятии на Руснефти дозалиться, и все, и шагаем до до ННК, до Уруши, наверное, там будем. Все, повороты такие резкие закончились, такие более плавные сейчас будут. Вот. Ладно, ребят, не будем увеличивать хронометраж. В принципе, все в рабочем режиме, терпимо. Шагаем, идем. Ну что ж, ребята, Байкал покинули, дальше едем от Байкала уже. Сейчас у нас Мандрик перед Улан-Удэ, тоже перевальчик. Ну, сейчас температура минус 20, а было 25 местами. Так что я думаю, вообще вопросов не должно быть. Проскочим. Но местного-то уже поздно. Скорее всего, кафе не работает. Есть охота. Я целый день сегодня ничего не ел. Так, чай попил. Ну вот эту шавуху я съел. Ну это так себе еда. Перекусить только. Ребята, доброе утро. В общем, как я вчера и говорил, за Улан-Удэ я остановился. Я не знаю, сколько, я чуть не засек. Хотел поспать пару часов, но все-таки не смог я, не смог. В 3 проснулся,
чувствую, я просто не могу. А в эти моменты, я не знаю, как у кого, но мне со сном бороться просто катастрофически тяжело. В плане, если я вот спать хочу, я в голове найду сотню отговорок, что мне нужно еще поспать. Я еще на 2 часа оставлю в 5 утра. В 5 утра проснулся, еще на часик, в 6, короче, встал. Ну, в общем, я не знаю, сколько я спал. Часов 5, может быть. Но все равно сейчас спать так хочу, еду. У кого как? Вот у кого-нибудь так же или нет? Вот мне со сном бороться я не могу. От слова совсем, вообще не могу. Я же говорю, я когда просыпаюсь в полусонном таком состоянии, да, будильник когда будет, у меня находится 1000, миллион причин, чтобы я дальше еще чуть-чуть поспал. Я думаю, я такой не один. Вот. Заехал, заправился. 30-очка в разных местах. Но тут 10 градусов разница. На сопку поднялся, потеплее, вниз опустился. Ну, я уже говорил. Вот. Старайтесь в морозы сильные спать на возвышенности. Останавливаться. На сопке, на горе. Где в низине лучше не стал. Ну, если как бы, ну, пофиг, так ладно, пофиг. Тогда да. А вот, ну, кто там, я не знаю, беспокоится за соляру, то лучше в ночь вставать не на низине. Вот, все, у нас сейчас будет граница с Забайкальским краем. Сейчас тут тормознемся. Надо рыльно-мыльные дела сделать. Блин, а что тут все забито, что ли? Ё-моё. Вы чё, ребята? А кто работать будет? Что-то гаишники, первый раз их тут вижу. Да, вот сейчас тут станем. Ой, якутские номера, 14 регион. Что это, Ревка или Изотерм? Будка. Не, Ревка, кстати, смотрите, видите, чехлом закрыта. Все как по фэншую. Молодцы. Так, что там сзади-то проедут? Проедут. Сейчас чуть еще протянем. Так, ребята, ладно, давайте сходим. Быстренько сделаем все дела. Зубы почистим, умоемся. Короче, на Роснефти взял вот такую штучку, антигель. Но я же думаю, в этом Роснефть все-таки поставщиков выбирает правильно. Но тут объемы маленькие, на самом деле, вот этого антигеля. На пропорция 60-120 литров топлива, прикинь, до 57 градусов. Но это очень мало. Вот поэтому. Ладно, в Тынде буду заправляться, залью. Как бы я их 3 штучки взял. Если брать из расчета 100 литров, да, где-то, потому что тут чем больше литраж, тем меньше ну, температура, понимаете, да? Вот на 60 литров 120, что-то тут пропорция. В общем, ладно. Короче, где-то из расчета 300 литров. 3 баночки. Ну ладно. Пойдет. Все, ребята, ладно, побежали. Это выдвигаемся. Что-то я тут смотрю. Смотрите, что произошло. Как он ушел. Вот это да. Порвало трос. Да уж.
Как он так? Уснул, что ли? Или, блин, ну асфальт сухой. Чистый, имеется в виду. Там не то что трос, там ху-ху-ху-ху. Да, не позавидуешь. Сейчас его как вытаскивать, его желательно разгрузить и вытащить, по идее, потому что я не знаю, какой трос выдержит такую нагрузку. Но это ревка, там чем загрузили, палеты или так он на восток идет. Там все может быть, и продукты, и, я не знаю, молоко, да все что угодно. Да, геморрой, конечно, поймал прям водитель очень жесткий. Сейчас на морозе. Так, Никольск, все, покидаем. Сейчас у нас через километров 5-10 уже будет Забайкальский край. Что-то я в той кафешке, где я обычно останавливаюсь, вчера еще поздно было. Потом юрты, которые тоже проехал. Темно еще было, думаю, ай, ладно, поеду. А сейчас тут уже Петров-Забайкальский, там есть одна еще бурятское кафе по левой стороне. Там заедем. Где-то я еще видел, я ни разу там не останавливаюсь, там, ну, видно бурятское кафе, название. Может быть, там попробую остановлюсь. Надо же новые кафешки открывать. И птичка, блин. Вот. Что еще? Ребята, ну, все, в добрый путь. Сейчас поем, сон будет опять, захочу. Скорее всего, буду останавливаться, часик геморной и дальше шагать. Сегодня надо по максимуму светлое время суток пройти. Было бы идеально. Так. Ну, в принципе, все. Асфальт хороший, гололеда нету. Небо чистое, солнце. Ладно. Приятного аппетита, ребят. Бухлеры и трибузы. Это добрый вечер. Шагаем дальше. Чита. Где-то 100 километров, где-то 120 осталось. Все окей, прямо. Сейчас заехал в кафешку, покушал, 5 буз взял. Там они такие здоровые. Вот перечитай. Прям с кулак размером. Ох. В общем, когда я тут езжу, я за двоих. Бурятия, Забайкальский край. За двоих, за троих сразу лопаю. В общем, налопался, настроение поднялось. Останавливался, поспал. В этом, в хилке тормознулся. Сколько я там, полчаса? А нет, где-то минут 3, нет. Если быть точнее, 37 минут. Вот, и сам проснулся. Жарко стало, что-то автономка, как давай шпарить. Потеплело. Ну, сейчас, кстати, минус 21, солнце село, и температура падает. А так сейчас ехал, было минус 10, ну, в таком ключе. Тепло. Я думаю, за Читой уже там сейчас будет холодно. Вот, что еще?
катим дальше. Созвонился я с разгрузкой. До 6 они работают. С утра с 9 до 6. И если я в понедельник не успеваю, то во вторник они работают. У меня с утра разгрузят. То есть прям вообще шикарно. Я успокоился. Это 30 число. Уж во вторник-то я точно буду. Ну, если ничего критичного не случится в плане автомобиля, да, шагманчика, то я должен доехать. Вот, ну, в любом случае, шагаем дальше, прям без остановки. Ну, нет, сейчас тормознемся все-таки в Чите. Вода у меня еще есть. 5-литровку бы я взял, потому что я перед Улан-Удэ что-то поленился. Темно было, не хотел останавливаться у родника. Проехал мимо, не набрал, в общем, воды. Тогда надо 5-литровку взять воды. Чай, кофе вот такой. А, кофе закончилось у меня. Кофе надо взять. Вот это, блин, табличка выскакивающая бесит. На 92, которая выскакивает. Вы превышаете скорость. А я как раз на 92 ставлю. Периодически она выскакивает. Вот, а что еще? Дорога, в принципе, нормально. Чистый асфальт. Надеюсь, дальше также будет. Там что у нас сегодня? Чернышевск. Попробую, ну даже не попробую, а надо до Чернышевска, это точно. Буду спать урывками. Пока, ну, не успокоюсь, не пойму, что в плане успеваю, все окей. Примерно прикинем. От Читы до Якутска плюс-минус там 50 при таких как бы расстояниях 2100, я условно. Почему я запомнил? Потому что от Читы до Хабаровска 2100 и также до Якутска 2100, там разница 40 километров, 50, по-моему, то есть я уже округлил. Практически одинаковое расстояние от Читы, поэтому я запомнил. Ну, сегодня пятница, у меня остается суббота-воскресенье на 2100, да. Ну, еще я до Читы не доехал, еще 100 километров. То бишь, мне надо хотя бы... Да сегодня было бы классно до Могочи добраться, там хотя бы поспать. Ну, чтобы поменьше на субботу-воскресенье оставить. Ну, и даже если уж на то пошло, то у нас еще понедельник запас есть, да, суббота-воскресенье, а понедельник-то до 6. То есть, если я там в 3 часа дня приеду, меня выгрузят. То есть, у меня будет там, если я в 6 встану, в 6 встаю, 9 часов еще запасом в понедельник есть, там, в 2, в 3 приехать. Что там каром-то вытащить? Эти палеты с бочками. Поэтому... грубо говоря, 2,5 дня у меня есть. Ну, грубо. На 2100 километров. Так что более чем. Вот, в Якутск не надо переезжать, в самом Бестяхе разгружаемся. Ну и сейчас уточню у логиста, что в итоге-то я пустой. Бежим в обратку. С холодов надо оттуда будет быстро выбраться. Чтобы, ну, по крайней мере, приемлемые были, да. Не 50, а 30, окей, ладно. Уж это не 50. Вот кто бы что ни говорил там, вот, это из-за влажности. Ребята, вы когда окажетесь минус 50, это минус 50, поверьте мне. И не важно там какой сухой климат, влажный климат. Это холодно. Минус 60 это реально холодно. А уж машинам-то, конечно, вообще страдают. Сейчас даже вот ехал.
сколько там, 30-ка была местами, тяжело машина идет. Потеплело, минус 10, она прям чувствуется, машина побежала, легче ей. А уж минус 50 так вообще. Вот, ладно, не будем затягивать хронометраж. Поехали дальше. Сейчас в Чите тормознемся. Все-таки, наверное, 10 минут роли не сыграет. Сбегаю воды возьмем. Ну и пошагаем дальше. В общем, ребята, доброй ночи. Поспал, останавливался чуть-чуть. Где-то 60 километров до Чернышевского осталось. Погода за бортом. Видно, да? 39 же. 39. В общем, довольно-таки свежо. И знаете, я сейчас еду и поймал себя на мысли. Не дай боже, где вот в этой глуши что-то с машиной, если случится. Ох. Страшно становится. Так что все нормально должно быть, все хорошо. Я на машину уверен, в шагманчике не подведет. Вот, причем 39 это же не предел. В Якутии это будет, наверное, еще пободрее. 45-50. Туман такой что-то слегка. Стекло, вот этот кусочек замерзает. Обратил внимание сейчас только что сопла, которые вот дуют на стекло, с краю почему-то не дуют. Они где-то вот здесь начинаются только дуть. И как раз где заканчивается, вот здесь у меня замерзает стекло. То ли брак, то ли что, непонятно. Так, ну что ж, дальше едем. Пока вроде сон перебил, нормально, можно шагать. 240-й столбик, да, еще 60 километров до Чернышевского. Ручей глубокая. Ладно, ребята, давайте тогда уже до завтра. Завтра у нас тоже марш. Ну, у нас вот эти все дни будет марш-бросок. В общем, на заправке тут на ННК подписчика встретил. С Чувашии? Да, с Чувашии, город Канаш. Привет всем, мол, достойным дальнобойщикам, пацанам. Чтоб баранка крутилась, лавыха мутилась, фарту масти всем. Чтоб не замерзали, чтобы топливо всегда было жиденькое, здоровье, дома, чтобы дети все ждали, жены ждали, чтобы домой всегда возвращались. Вот встретил, на заправке встали, кофейку попить, да разъедемся. Всем удачи, парни, всем привет. А то есть же прикол. Видел же, наверное, эту. Че у меня там рога светятся? Да. Чем дальше Чем от дальше, дома. да, от дома, тем ярче. Нормальный, адекватный человек и нормальную женщину себе найдет. А если у него женщина ненормальная, значит он не ту искал. Самое главное в такое время сейчас у нас, это, ну, я как для себя дружить. понял, да, с головой и, ну, мимо не проезжать. Очень много ребят стоят, вот вчера ночью шел, морозец под 40 был, один стал, другой стал. Ну, помогаешь, останавливаешь, ну чем хотя бы поможешь, хотя бы что-то там, мясорубку одолжить или еще что-то. Сам мерзнешь, стоишь. Ну, не без этого. Очень много мимо, просто пролетают люди. Все. Так, давай. Ну, ребята, залился 500 литров, в левый бак плеснул до 39 соляра. Сейчас вот с Чуваши имя не спросил, блин. Угостил меня кофе. Я говорю, блин, не надо было.
Вот такую баночку взял. Я как-то брал. Американо, Let's Be. Ну такой ничего. Просто оно сколько долго ли стоит, и оно же постоянно типа горячее. Вот. Спасибо огромное, если вдруг будешь смотреть. С Чувашии, там, говорит, брат, 4 машины у них. Брата работает. Я говорю, ой, это вообще шоколадно. Вот. Все нормально, говорит, платят. Этот Шахман, говорит, с прицепом за наличку взяли 3800 тягач 23 года и за 2 прицеп 16-метровый. Что это получается? Сколько я сказал? 3800 же, да, и 2, 5800. Ну, короче, 6 миллионов. Нормально. О, живут люди. За наличку, за 6. На, держи. Получите, распишитесь. Эх, мне бы 6, лучше 10 миллионов. Я бы купил себе машину и начал бы работать. Но, к сожалению, их нету. Так, и что еще? Летим в Тынду. Надо успеть. Там бурятская кухня. Она, по-моему, до 9, что ли. Сейчас надо глянуть. А время местного-то уже... Так, час дня в Уфе. А тут уже якутское время. И это плюс 4, да? 5 вечера, что ли, получается? Ну да, 5 вечера. И до Тынды еще тут до до поворота 80, да, и, грубо говоря, там еще, по-моему, 200 же, да, от Невера. Тында, я уже не помню, давно не ездил. Вот, сейчас темнеет, зараза. Блин, заправился, аж настроение поднялось. Ё-моё. Переживал я насчет заправки. Все, поехали, ребята, едем дальше. Летим. Сегодня надо в Тынде заправиться, поесть. И сегодня я хочу еще ночью пробежать до куда? Ну, там-то уже совсем дикие места-то начнутся. До Нерингри. Правильно? Там же у нас еще подъем-то. Ну там, я думаю, сейчас морозы, проблем не должно быть вообще никаких. Машин мало, я думаю, будет. Все оттуда будут ехать, наоборот. А попутных мало, поэтому я не думаю, что вообще какие-то проблемы будут. Что кто-то там зависнет где-то, опять стоять кто-то будет. Я думаю, на перевале Якут, я думаю, там тоже никого не будет. А, ну если я тогда дальше сегодня поеду, тогда сегодня Якут-то будет. Перевал. Ну, в общем, не буду загадывать, посмотрим. Сегодня у нас суббота, а завтра день-то, по идее, в понедельник выгрузится. Но если не буду не успевать, во вторник выгрузит. То есть, как бы, окей. Нормально. В общем, что загадывать, ребята. Все окей, едем дальше. Ох, я на морозе сейчас постоял, пообщался. Взбодрился, что-то ехал такой полусонный. Нормально.